Доброго морозного дня! Меня зовут Альберт Шакиров, и я приветствую вас на Минбаре истории. Мы продолжаем путешествие по населенным пунктам Заказанского края, и сегодня находимся в административном центре Кукмарского района, городе Кукмар. Кукмар – многонациональный район. Из 52 тысяч человек населения большинство составляют татары. Кроме них в районе проживают русские, удмурты, марийцы. 78% населения – мусульмане, остальные – христиане. На сегодняшний день в районе действует 69 мечетей. Сегодня мы поговорим о наиболее значимых и исторических из них. Мечети на протяжении времени стареют, ветшают, приходят в негодность. Их разбирают и на месте старых возводят новые мечети. На сегодняшний день, с момента возникновения деревень в наших краях, можно сказать, построено по 7, по 8 мечетей, в зависимости от возраста деревни. Самая ранняя известная нам мечеть в нашем крае, попавшая в перепись, построена в 1678 году в Ишмеево, ныне известная как Маскара. Из летописи следует, что житель села Бурбаш, нынешнего Балтасинского района, Ишмен Туктаров, повздорил с кем-то из своих селян и решил оставить родную деревню и переселиться на новое место. И переселяется он в Маскару. Тогда это была удмуртская деревня. Что интересно, привязав к своей корове бревна и пиломатериал, Ишмен Туктаров перевозят в Маскару и мечеть. Благо, расстояние было небольшое, всего 20-30 километров. Вот эту первую в нашем районе мечеть упоминает в своих записках Шигабуддин Марджани. Как видим, уже в то время были мечети, и их даже перевозили с собой на новые места. Одна из наиболее изученных мечетей данного края находится в селе Пинигерь, которое входит в состав Вятскополянского района Кировской области. Однако само село располагается всего в 1 километре от города Кукмар, является татарским селом, и конкретно эта его мечеть стоит здесь уже 195 лет. Первые упоминания о селе Пинигерь относятся к середине 18 века, а уже к середине 19 века здесь есть не только мечеть, но и свой указной мулла. Светская библиотека в сельской мечети. Что интересно, без читательского билета. Здесь свободный доступ к светской литературе, и таким образом данная мечеть в селе Пинигерь превращается в своеобразный центр просвещения. Естественно, пока Хазрат нет рядом с нами, я хочу объяснить причину такой трансформации, такого развития. У Зияддин Хазрата первая профессия – фотограф. Есть еще одна профессия, он библиотекарь профессиональный, он учитель. Именно поэтому в мечети содержится огромное количество метрик, документов, потому что он еще и историк-краевед. Изучается история не только мечети, но и села. Изучается история прихода. Все это собирается в целые сборники, в которых отражается печатная информация, то есть информация, которая была напечатана в газетах. Ведутся отдельные дневники, которые относятся к выездам с учениками в древний город Болгар. Ведется отдельный дневник всех событий, которые связаны именно с мечетью села. При этом мечети можно увидеть целых 2 телевизора. То есть, несмотря на то, что всеми корнями и всей душой эти люди завязаны и очень интересуются своей историей, они не чужды к современным решениям. И на сегодняшний день это, наверное, единственная мечеть и единственное село, у которого есть свой настоящий документальный фильм, который отражает в фотографиях и видеокадрах всю историю развития данной местности. А история местности довольно разнообразная и сложная, начиная с того, что основателем села был крепостной крестьянин, мариец по национальности Пияр, заканчивая тем, что к нашему времени сменилось первоначальное название села, его национальный состав, а само село несколько сдвинулось от места основания. Если посмотреть метрики, то можно сказать, что Пинигерь была весьма благополучной деревней. Были ли здесь купцы и богатые дома?
ертөлі. Чөнки Нашу деревню испокон веков называли ведь Второй Москвой. авылы булып тора инде. Без үзебез белгән чорда дагы Наша деревня занималась 19 торговлей гасырда, и предпринимательством. вакытта Это өлкәннәр подтверждают и белән долгожители алар нашего села. бөтенесе ничек И в иттереп XIX веке, и сату в алу более белән позднее время шөгыльләнделәр, предки кебек занимались мөселманнар. куплей-продажей. Безнең авыл тегесе Ведь үзәкләр, купцы и алар торговцы, бик они ведь тәвәккәл очень халык. решительные, Курыкмаганнар, рисковые люди. Мәскәүгә дә Не барганнар, боялись, ездили в товарын да алып Москву, кайтканнар, туда везли авылда одно, дагы обратно башка җирдә привозили сату другой эшләре товар, алып торговали с барганнар. округой. Поэтому наше село называли Второй Москвой. Элегелектән сәүдәгәрләр авылы. Икенче Мәскәү дип атала. На сегодняшний день исторический облик мечети претерпел сильные изменения, наиболее ощутимые из которых приходятся на период с 2006 по 2014 годы. Тогда был проведен масштабный ремонт интерьера мечети, в ходе которого появились дополнительные комнаты, например, для библиотеки мечети. Так или иначе, это были жизненно важные для здания мечети изменения. Сейчас мы находимся на втором основном этаже данной мечети, и на первый взгляд может показаться, что мечеть имеет трехзальную конструкцию. Но на самом деле вот этот зал, который мы только что прошли, является пристроем. Он новый. И основная часть, историческая часть мечети, это вот эти два зала. Со времени постройки, то есть с 1826 года, мечеть, естественно, претерпевала какие-то изменения. Но важен тот факт, что аж до 1970 года у мечети был полностью деревянный минарет и была деревянная крыша. Сейчас, конечно, изменения более, так скажем, заметны. С чем это было связано? Дело в том, что у мечети долгое время не было даже фундамента. И все залы, все два зала, все основание держалось на отдельных камнях, так называемых тумбочках. Естественно, залы наклонялись. Вот передняя часть мечети, она даже сейчас имеет некий уклон. Второй зал тоже был наклонен, и разница, и перепады составляли аж до 15 сантиметров. Естественно, залы оседали. Естественно, их пытались как-то поправить. И под основание мечети подкладывали дополнительные камни. Но это решало ситуацию только временно. Известен даже такой случай, когда минарет мечети, который возвышается примерно на 20 метров от земли, наклонился на несколько метров в сторону. Минарет держится вот на этой поперечной стене. Вот он опирается вот на эту стену и вот на эту поперечную балку. Здесь даже можно увидеть вот эти вот усиления, вот эти металлические кованые штыри, так скажем. И, к сожалению, основание минарета, вот это самое основание, тоже было недостаточно крепким. Именно поэтому могли быть какие-то перекосы. Правда, плотники, умельцы села Пинигерь своевременно поправляли какие-то вот такие экстренные, чрезвычайные происшествия. И одно из самых больших изменений, которые коснулись данной мечети, это то, что у мечети на сегодняшний день существует полноценный ленточный фундамент. Важно отметить, что в тех участках, где это было возможно, сохранены и подчеркнуты двухвековые половицы, бревна сруба мечети. В селе не было отдельного здания медресе. Здесь не преподавали видные просветители, но по богатству истории мечеть села Пинигерь не отстает от знаковых религиозных центров татарского народа. Отдельного медресе в нашей деревне не было, но знания давались в доме муллы. А многие имамы деревни образование получали в знаменитой Маскаре. Издревле в нашей деревне было много рукописных книг. Народ их бережно хранил и передавал потомкам. Да и сейчас жители любят книги и уважают знания. Бик укыйлар дип әйтәм инде. Һәм нидә Нам известно, что большую часть сохранившихся рукописей в 60-х годах 20 века отсюда вывезли, к сожалению, в неизвестном направлении. Повозками увозили.
сакланып калганы килеп Часть элек, сохранившихся алар менә экземпляров өйрәнелеп, попала и в мои руки. нигенә күз Мы их салсак та изучили. исемлегенә Даже по күз перечню салсак видим, тагын что это шактый значимые саулык ул тексты и язмалар иде труды. бүгенге көндә дә И сейчас әле мечеть сакланып продолжает калган собирать ул древние язмалар книги. акрынлап теге килеп тора мәчеткә. В этот день мы надеялись успеть посетить еще одну историческую мечеть, которая находится в селе Качемир. Это соседнее село, расположенное на другом берегу реки Оштерма, в непосредственной близости к месту основания села Пинигерь. Дорога близкая, но и зимний день очень короток для такого объема истории, который открылся нам в этих населенных пунктах. Практически на закате мы добрались до села Качемир. Первые упоминания об этом селе, документальные упоминания, относятся аж к 1678 году. Тогда уже известно название, деревня Качемир, и говорится, что другое название, более такое объемное, деревня на устье речки Нурминка. На тот период здесь было всего лишь около 12 хозяйств, и насчитывалось 10 мужчин и 6 мальчиков. Тогда как раз считали только лица мужского пола. Это важно понимать. Ну и село очень быстро разрасталось. Буквально за два столетия здесь численность населения достигла практически 700 человек, а хозяйств стало целых 124. Главная наша причина приезда в Качемир, естественно, вот эта замечательная, красивая деревянная мечеть. Она была построена в 1899 году. На сегодняшний день мечеть является памятником архитектуры. Естественно, это была не первая мечеть этого села. И сохранились документальные данные о том, что данную мечеть построили по прошению жителей села взамен устаревшей. В том же 1899 году, летом, были подготовлены все документы и началось строительство мечети. Строительство спонсировали казанские купцы первой гильдии Юнусовы, у которых в Качемире были наделы земли, водяные мельницы и пилорамы. Несмотря на то, что Качемир даже для тех времен был маленьким селом, рядом с мечетью появилось и небольшое медресе. Медресе в нашей деревне было построено на средства самих жителей села, на деньги, вырученных с продажи зерна. Строительством занимался наш первый указной мулла Таджуддин. В 1889 году на месте отца начинает служить его сын Габдулла мулла. Медресе было и раньше, оно стояло рядом с мечетью. Здание медресе было небольшим и не могло вместить всех желающих. Аксакалы рассказывали, что учащихся набиралось полный зал, и некоторым приходилось заниматься, сидя на подоконниках. Так много было детей. Мой отец тоже учился в том медресе. Вообще в селе было очень много детей. Школа вмещала только начальные классы, а 3-4 классы ходили учиться в соседнюю деревню Манзарас. Андан соң 3-4 классқа Манзарас ауылына барып, үйреніп оқығандар балаларда. Медресе было не таким большим и авторитетным, как, например, в Адаево или Маскаре. Нам известно, что в соседней деревне Люга тоже было медресе для девочек, а у нас в Качемире в основном учились мальчики. В период строительства обновленной мечети в селе Качемир насчитывалось 81 хозяйство и 500 человек. В 1899 году в медресе обучалось 80 мальчиков и 16 девочек. Да, это небольшие мечеть и медресе для небольшого села, но их история ценна отношением прихожан к судьбе своей веры. Раиф ага, известно, что минарет мечети не был спилен, но как использовалось это здание в советское время? Чем оно служило? Проходили ли здесь службы? По прямому назначению не использовали, нет. В советское время здесь располагался колхозный склад, амбар. После провели ремонт, народ постарался, и председатели чем смогли, помогли.
Наш имам Шамиль-ағай был очень умелым. Обшил мечети изнутри и снаружи, потом обшили жестянкой минарет и перекрыли крышу. К сожалению, горькая историческая действительность такова, что даже если сегодня мы гордимся тем, что у той или иной мечети минарет не был спилен даже в самые безбожные годы, нужно понимать, что эта мечеть в лучшем случае использовалась как школа, контора или музей. Но тем сложнее было сохранить минарет мечети, которая формально мечетью и не считалась. Здание мечети стояло с минаретом, но служило складом. Были ли желающие избавиться от минарета? Желающие находились, конечно. Был у нас председателем колхоза Хаким, а бригадиром был как раз Шамиль-ағай. Председатель говорит ему: «Сегодня приедут минарет пилить, собери-ка ты народ постарше. Надо собрать людей, минарет отстоять». Старики собрались, а приезжие, увидев это, не стали пилить и уехали обратно. С этим председателем, Хакимом Файзуллиным, связана еще одна история. Тогда деревянные крыши и стропила мечети уже сгнили, и надо было что-то делать. И вот в 1956 году председатель Хаким собрался в санаторий на отдых, а до отъезда подготовил весь стройматериал и нанял рабочих для ремонта крыши. Вот таким хитрым образом крышу и перекрыли. Минарет – монара. В буквальном переводе с арабского языка – маяк. Символизм минарета подкрепляется и тем, что именно с него на всю округу звучит призыв к молитве – азан. Даже в небольших татарских селах у небольших деревянных мечетей вы никогда не увидите обычных минаретов. Они всегда опрятны, покрашены, облицованы и имеют декоративные элементы. Минарет, возвышающийся над селом, всегда был символом крепости веры. Поэтому ему уделялось особенное внимание и при строительстве. Конечно, тут надо говорить о тех мастерах, кто возводил эти мечети-минареты. Конечно, многое зависело и от размеров строения. Если мечеть была маленькой, то и минарет, как правило, ставили не отдельно, а на крышу. А если же мечеть была объемной, просторной, то и минарет удобнее было возводить на отдельном основании. Минарет вашей мечети располагается не на крыше, а на отдельном основании. На чем держится минарет, на что он опирается? В основании минарета лежит конструкция по типу сруба. Если туда подняться, там видно сплетение бревен. Замки и врубки сделаны таким образом, что от сильного ветра они стягиваются и становятся еще крепче. Там не использовались ни гвозди, ни шпильки, а ведь высота 34 метра. Сегодня у нас есть возможность увидеть два наиболее распространенных типа минаретов традиционных татарских мечетей. Минарет, установленный в середине крыши, и минарет, установленный на отдельное основание. Причем свойственны они как деревянным, так и каменным мечетям. Еще одна конструктивная особенность сегодняшних мечетей – их высокие подвалы. Лучше представить конструктив данной мечети можно, обратившись к ее макету. Макет условный, простой, возможно, не в пропорциях, но здесь все понятно. Сейчас мы находимся в первом зале. Прошли мы в этот зал под минаретом. Первый зал не отапливается на сегодняшний день. И здесь находится музей села Качемир. Здесь и истории села, и атрибуты, которые относятся к мечети. Второй зал, он уже отапливаемый, там проходят богослужения. В отличие от мечети в селе Пенегер, здесь
есть фундамент, он четко прослеживается и на фотографиях, но вот что любопытно, несмотря на полностью вот такой вот закрытый и основательный фундамент, нижнего этажа или хотя бы подвала здесь не существует. То есть вот это вот помещение, несмотря на свою такую высоту, подвальную высоту уж, приличную высоту, оно никак функционально не использовалось. И вот здесь лично для меня остается такая вот загадка, а зачем тогда нужно было мечеть настолько приподнимать? В чем был смысл? И вот обсуждая с аксакалами села Качемир, единственный ответ, который мы нашли, ну, видимо, это обозначает статус и подчеркивает красоту архитектуры этой замечательной деревянной мечети. Впрочем, наши догадки оказались более романтичными и философскими, нежели практичными. Обратите внимание на отремонтированную подвальную часть мечети в селе Пенигерь. Здесь я спокойно стою в полный рост. Несмотря на это, судя по архивным снимкам, до ремонта эта часть могла иметь только хозяйственное назначение. В этих деревнях мы обращаем внимание на то, что мечети приподняты. У них есть подпольное пространство. Где-то подвал используют, а где-то нет, как в Качемире. Для чего мечети так приподнимали? Это делалось для хранения дров. Дрова для отопления складывали туда, в сухое место. Не оставляли мокнуть на улице. Другая причина. У нас ведь мечети строили без фундамента. Но нижние венцы, как вы знаете, в первую очередь приходят в негодность. Вот в таких случаях не было нужды перебирать все строение, а аккуратно заменялись только прохудившиеся венцы. То есть так было удобнее для выполнения ремонтных и плотницких работ? Не совсем так. Сгнивали не венцы самой мечети, а венцы только подвальной части. Под здание ставили опоры и заменяли нужные бревна. Таким образом, можно было легко подновлять основание и продлевать использование мечети на долгие годы. Ну и, как я уже сказал, складирование дров. При старых наших мечетях ведь не было других строений, отдельных хозпостроек. Стояла мечеть, и вокруг больше ничего. Поэтому все необходимое старались хранить под полом. Обращали ли вы внимание на то, что историю любой мечети невозможно пересказать просто по фактам и годам? В их истории всегда есть место череде случайных событий и совпадений, появлению неожиданных защитников, таких как председатель и бригадир колхоза, которые не только хранили, но и умудрялись ремонтировать мечеть Качемира в годы советской власти. Удивительным образом практически все исторические мечети всегда оказываются в заботливых руках. Не случайно имам хатыбом мечети в Пенигере является фотограф, библиотекарь, краевед и учитель Зияддин Хазрят. Благодаря именно его навыкам мечеть наполнена смыслом. И не случайно имам хатыбом мечети села Качемир является именно Камиль Хазрат. В разговоре с более старшим поколением упомянули, что вы знаете лучше, вы люди здешние. Вы родом из этой деревни? Нет, мне Всевышнего так получилось, что если начинать свою биографию, я родился вообще на Украине. С Украины уже в 1974 году меня уже мать перевезла тут же в Кукмарский район, деревню Новосардак. Там прожил я до армии, можно сказать. После армии отслужил в Германии, отслужил и уехал в Воркуту. С Воркуты после работы в Воркуте уже переехал в Вятские Поляны, а сюда я перевез свою мать, потому что сестренка, родная сестренка здесь жила, чтобы было, удобно было за ней ухаживать, как говорится. И вот получилось, что в 2003 году я переехал в эту деревню. Вы все-таки очень хорошо общаетесь на татарском языке. Он был с детства или вы его учили уже заново? Нет, я учился заново. Мне, конечно, повезло. Я учился в деревне Новоисмаиле, потому что по-татарски не знал. Там были русские классы, и я учился там. И, можно сказать, за 1,5 года я выучил татарский язык. И, иншаллах,
Вот так разговариваем теперь потихоньку. Вот. Я подозреваю, что семья смешанная родителей. Да, у меня отец русский. Если у меня фамилия татарская Багаутдинов, Багавиев, то по отцу у меня должна была быть фамилия Синеев. А имя, отчество? Николай Евгеньевич по паспорту, а сейчас Камиль Хазрат. Как бы ни были схожи вехи истории разных приходов, в каждом нашем путешествии обязательно появляется особенный рассказ. Такова жизнь. Ведь даже азан с каждой мечети звучит по-своему. أشهد